29 октября был Всемирный день борьбы с инсультом. Этот день празднуется во всем мире с 2006 года. И, к сожалению, сейчас инсульт – проблема очень серьезная. И он молодеет, особенно у нас в России. С целью повышения информации населения по данному вопросу мы решили провести вот такую акцию именно для населения нашего Луховицкого района, для тех, кто перенес инсульт, у тех, у кого есть в семье больные инсультом. Мы пригласили поэтому врача-невролога, чтобы она рассказала о основных признаках и помощи при инсульте, и врача-реабилитолога. Собравшихся на акцию по профилактике инсульта можно было пересчитать по пальцам. А между тем, эта болезнь только за первые 6 месяцев 2015 года унесла жизни более 5000 человек. В нашем районе за последние 9 месяцев, скажем вам статистику, инсульт перенесло 257 человек. По Российской Федерации это около 500 000. Чем опасен инсульт? Тем, что очень большое число летальных исходов, вплоть до половины. Это очень тяжелое заболевание, которое приводит не только к летальному исходу, но и к тяжелой инвалидности. Практически 30% человек теряют способность самостоятельно обслуживать себя. Около 20% человек частично теряют способность себя обслуживать и нуждаются в постоянной посторонней помощи. Реабилитация после инсульта носит восстановление двигательной активности, восстановление речевой деятельности человека, занимает очень длительный срок. И, как правило, до конца эта функция не возвращается. Кроме того, инсульт стремительно молодеет. В наши дни он может настигать даже людей 30-40 лет. Ранняя диагностика этого заболевания в первые 2-3 часа после приступа могут спасти человека от инвалидности, а порой и от самой смерти. Для этого достаточно воспользоваться простым тестом с названием УЗП. Если вы видите, что человеку внезапно стало плохо, попросите его улыбнуться, заговорить и поднять руки. Насторожить должны перекошенная улыбка, невнятная речь и неравномерно поднятые руки. Если хоть один из этих симптомов присутствует, срочно звоните 03. Людмила Смирнова, Герман Беляев, Денис Масеев, НКТВ, Луховицы.